Дорогие друзья, сегодня на любой кухне у нас идет прям вот такая горячая пора, когда обрабатываются урожаи. Все мы заняты подготовкой к зиме, а именно заготовками. Чем мы сегодня будем заниматься, нам расскажет хорошая хозяйка Ольга Максимова. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Сегодня вы поделитесь удивительным секретом заготовки чеснока на зиму. Сколько человек в вашей семье? В нашей семье 4 человека. Угу. Я, муж, дочь и сын. Ясно. И вам нужно на всю зиму, так сказать, вот чесночная заготовка. Сколько примерно килограммов чеснока вот ваш муж принес с рынка? Примерно 1 килограмм. 1 килограмм. Я думала, у вас тут целый мешок. Прям запах стоит чесночный, вообще такой очень вкусный, ароматный. В общем, мы готовы, как вы вот уже начистили тут Заранее. Да, заранее чеснок. Чеснок у нас какой-то узбекский, да, среднеазиатский. Он такой прям вот такой ядреный, чувствуется прям такой вот свеженький, да. А вы у себя на огороде выращиваете чеснок? Нет, мы не выращиваем, но у нас родственники выращивают чеснок. Чеснок и он у них у нас вырастает, да, растет хорошо. И он примерно, чуть поменьше. Чуть поменьше. Ну, 2 раза меньше. Да, все чуть-чуть. 2 раза. Но ничего. Так, друзья дорогие, все-таки это здорово, что он у нас растет. В общем, Ольга, вы начистили тут весь килограмм этот чеснока. Да? Так. И мы в 4 вариантах их приготовим. Все делается. Это одна из самых популярных приправ. Просто это в вашей семье, да? В нашей семье, да. Ну, в вашей семье это что точно. Чеснок у нас идет во все блюда. Ну, конечно, какой же суп без чеснока, да? Борщ там, допустим. Да. Супы, второе в мясо, в шашлыки. Очень удобно. И эта заготовка, она сэкономит вам время. Да, конечно. Потому что один день год кормит. Это все будет у нас в заморозке. Сохранность максимальная, такая шоковая, скажем так, заморозка, да? Да. В холодильнике или там где-то ларь у вас, да? Да, в морозилку складываем. Занимает немного места. Так. Дело в том, что когда покупаешь просто чеснок, впрок его не купишь, потому что он начинает сохнуть в холодильнике и прорастать, выпускает стрелки, дает. Чеснок, он у нас очень полезный для здоровья. Да. Почему вот его любят, да? Он же не просто придает вкус блюду, он несет очень много питательных веществ. Действует как противовоспалительное, противопаразитарное, противовирусное. В первую очередь. Ну да, когда вот пора наступает каких-то вот больших таких вот, грипп, там, да, сезон ОРВИ, да. Тогда это очень-очень актуально. А смотрите, свежий чеснок, это да, прям такой аромат стоит здесь у вас. А если, например, он будет заморожен, вы его вытаскиваете, мне кажется, там уже и запаха-то уже не Нет, он сохраняет все свои питательные вещества. Так, а запах? И структуру сохраняет, и запах сохраняет. Да. Все это мы сделаем. Один у нас будет с укропом, одна заготовка будет с красным перцем для мяса. Просто в чистом виде и с оливковым маслом. То есть масло тоже можно? Да, оливковое масло, вот это будем чесночное использовать для заправки салатов. Заготавливаю на постоянной основе с зеленью. Чеснок, да? Чеснок. Именно вот как заморозка? Да, с укропом чеснок, заморозка. Добавляю в мясные и в супы, или жаркое. Ну и получается как бы очень... Получается все. Удобный рецепт, когда вот не нужно кипятить, варить. Да, лишний раз использовать духовой шкаф, там какие-то банки, склянки, все это вот. То есть
А, кстати, у вас вот емкости такие вот, ну, контейнеры, да, вы используете. Это прям контейнеры будете замораживать или потом перекладете в какие-то пакетики, Вот, в зип-пакеты? Вот они. Понятно. Пакетики. Так. А это у нас очень удобный, безопасный блендер. Мы в 3 чашки сразу, чтобы не мыть, Понятно. чтоб для удобства. Скоро начнется пора, когда вот нужно будет солить капусту. Вы ее еще не солили? Еще нет. Еще, а вообще солите Ну, или вот как- тоже как-то замораживаете? Сама капуста вот засоленная, это природный пробиотик. Да, очень полезно. А чеснок у нас природный антибиотик. М, И вообще он как антипаразитарка очень мощный. мгм, Он содержит аллицин, мгм. который разрушает оболочку паразитов. Ух ты! Слушайте, Поэтому ну, мы не здорово. просто так занимаемся чесноком. Мгм. Не- Да. Запах, конечно. И нужно брать желательно вот такой красный чеснок, ядреный, а не китайский белый, который вымочен в хлоре, там, ну, уже не такой эффективный. Мгм. То есть нужно брать, чем естественнее продукт, тем лучше. Самый, конечно, прекрасный вариант – это когда чеснок именно ваш, с вашей грядки. Да. Теперь еще одна чеплашка у нас вот появилась. Значит, 4 у вас Вида. варианта, как вы замораживаете этот чесночок. Немножко он с какими-то у нас, не весь такой ровненький, гладенький. Мне кажется, это как раз говорит о его натуральности, так, да, скажем, Да. вот. Поэтому немножечко он пошел тут у нас где-то начинает. Ну, ничего страшного, можно это все чуть-чуть вот так вот раз-раз почикать, да? Да? Почистить ножичком и все. И можно его пускать в дело. Его питательные свойства сохранены. Мгм. Ну, аромат, конечно, стоит просто, вот знаете, захотелось чего-то там. Мясного. Да, с чесноком. Что-нибудь шашлычного. Да, да. Так. Что вы еще заготавливаете, любите вот такое вот простое и как бы такое вот, скажем, что могло бы понравиться многим? Я люблю свои батончики ореховые. Но они делаются не только там из орехов, там разные виды орехов, миндаль, кедровый. Так. И на основе... Грецкие орехи. Да, и грецкие орехи. И тут курагу. Тоже на блендере все делаю. А, то есть вы все блендируете? Нет, не все. Там что? миндаль целым оставляю. А, Кедровые орехи целыми, они же мягкие. так, а курага? И курагу вот на блендере. Она идет как скрепляющий материал. И все сверху поливаем шоколадом. И у вас получается натуральный шоколадный на батончик. противне эту массу разравниваем. Так, Мы можем сделать мастер-класс. давайте, это очень интересно. Прям, слушайте, это как-то... Да. А знаете, я еще слышала такую вещь, правда, вот думаю, как бы попробовать ее. То есть там тоже нужна курага, нужны разные виды орехов. Можно там, грецкий, можно даже просто моно какой-то орех, там грецкий там, или может быть какую-то, в общем, сборную, да, ореховую. И тоже через блендер, и потом добавляется вот в эту смесь мед. И получается у нас замечательная такая вот противовирусная, скажем, смесь такая, да? Да, Вот. Вы не пробовали? Не, постоянно делаем мед, имбирь, чеснок. Все делается для укрепления нашего иммунитета, вы сказали. Да. Так. Чеснок это у нас мощная антиоксидантная, антипаразитарная, антивоспалительная. Первое у нас Заливаем маслом. Заливаем любым маслом, которое вам нравится. Можно оливковым, можно растительным, можно кунжутным, там кедровым, на ваш вкус. Льняным маслом можно? Можно. Это заправка. Льняное, кукурузное есть, оказывается, вот недавно я узнала. В общем, масел очень много. Это у нас будет как заправка для салата.
О, это заливаем вот эту всю, в общем, по плечике, да, чтобы полностью. Да. Это сколько примерно у нас? Где-то, Сколько-то грамм? 160 миллилитров. да, 160. Мгм. Мы залили все маслом и поставили в закрыли. холодильник. И все? Все. Да. А потом как вот использовать его? Мы будем его замораживать или просто Нет, стоит просто стоит в в холодильнике? холодильнике. Да. Так. Когда приходит черед приготовить салат, что мы делаем? Вытаскиваем, Вытаскиваем. ложечкой зачерпываем. Да, можно ложечкой И потом зачерпывать. блендер или как? Да. И можно вот так налить в салат сверху. Сверху. Да, и всё. То есть получается настоянное масло на чесноке будет, да? Да, А сам чеснок есть можно? можно. Ну вот, это вообще здорово. Так, дальше. Вторая у нас будет с укропом. Мгм. Мы берем чеснок и укроп. Это просто нарезаем по-крупному. Понятно. Вот так. Мгм, без хвостиков. Можно хвостики убрать, А можно оставить. а можно оставить, Да. если то есть- они мягкие. Мгм. И Кладем. в емкость для блендера. Мгм. И у нас укроп сам тоже очень полезный, Мгм. ароматный. А траву можно не только укроп, может быть, кинза, там, я не Любой. знаю, там, руккола. Любой, Подойдет? любой. Любая трава, Да, да? можно и сделать смесь. Смесь можно даже сделать. Да. То есть тут уже, в общем, что На вашу найдете, фантазию, да. Либо на рынке, либо у себя на грядке. Так. И без ничего, без соли. Мгм. Не солим, не перчим, да? Потому что у нас суп будет, допустим, сам соленый, Мгм. чтобы удобно было регулировать. Понятно. Так. Насколько нужно блендером пройти, прокрутить прям вот до пюре, до прям мельчайших там каких-то... А вот для удобства, как будет для хозяйки, вот это нам подходит для соусов тоже хорошо. Немножко так встряхиваем, чтобы она перемешивалась. У нас получается вот такая консистенция. Мгм. То есть можно примерно вот такой консистенции, либо... Вот это крупная у нас. Мгм. А можно еще помельче, А да? можно в пюре сделать. Мгм. Ну, лучше, чтобы она читалась, да, в супе, что Да. кусочки укропа Мгм. и чеснока. Кусочки чеснока. Это здорово. А пюре можно использовать, как вы сказали, для каких-то соусов, да? Да. Мгм, для создания соусов. Ну, вообще здорово. А потом это просто ложечкой и в зип-пакет, да? Да. Еще один вид заготовки. С красным жгучим перцем О, для мяса. ясно. Мгм. Ой, это будет что-то очень острое, да? Это очень остро. Да. А можно использовать консервированный перец? Нет, наверное, да? Лучше Нет, свеженький брать. мы свежий лучше используем. Мгм. Опять-таки, перец можно вырастить у себя на окошке, даже, да, на грядочке на своей. Вот, так что, ну, если у кого нет такой возможности, пойти на рынок и купить этот перец. Очень жгучий будет. Сколько примерно здесь перца? Ну, грамм 8 так, перцев. 8 перцев. Мгм. Ну, грамм 100, наверное, даже больше, да? Да, он очень полезный, содержит. И то есть, Витамины, видимо, минералы. вот эту вот чеплашечку вы, наверное, будете использовать, ну, прям весь год Да, и очень надо. по каким-то нано таким вот нормам каким-то, Можно да? добавить немножко чуть-чуть воды, водички. да, Мгм. чтобы быстрее. А так воду мы добавляем, потому что у нас вот особенность такого блендера, да? Мгм. Блендер такой. Ну да, чтобы Он не побыстрее. погружной, а да, вот.
получается пюре. Мгм. Вот такого ярко-красного цвета. Ну, то есть у вас в семье все прекрасно знают, что это жгучий перец, да, что не надо там класть там такими ложками, да, поварешками, а по чуть-чуть, очень дозированно добавлять в блюдо. Вот такая структура у нас получается. Очень-очень огненно-острая. Да. Вау, красиво. Цвет какой красивый. Так, сейчас мы тоже очищаем чашу, да? В смысле, нож. Нож блендера. Нож И блендера и... третья заготовочка чеснока. Здесь он в чистом виде. Мгм. Ладно. Без ничего. Без ничего. Немножко воды для лучшего взбивания. Мгм. Все эти смеси готовые. Очень удобно добавлять в фарш. Мы же сами делаем Да, 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 тефтели, да. котлеты, какие-то мясные пироги. Очень удобно взять чеснок. И потом мои дети не любят вид чеснока и лука. Мгм. И это они меня приучили к этому. А он скрывается, его не видно. Они любят эти котлетки. Ты не положила чеснок? Так, хорошо. Я говорю, нет. Мгм. Ну, Понятно. когда они были в детском саду, да, маленькие. То есть вот сейчас, сейчас, наверное, они понимают, что львиную долю вкуса, да, добавляют во все эти дела как раз-таки вот чеснок. Да. Так, мы ну и сейчас- зип-пакеты. Да. Зип-пакеты. Помогайте мне. Да, ну давайте, я вам с удовольствием помогу. Так, ну что, мы сейчас будем накладывать, да? Вы накладываете вот это, а я буду орудовать вот с этим чесноком, с красным. В общем, острый чеснок. Прям кладу, вот прям кладу. Да. Мгм. Ну, думаю, может быть, там что-то еще добавить нужно. Нет. Мгм. Вот. Слушайте, аромат какой, просто невероятный. Стоит ароматище. Представляю, как у вас на кухне в это время. Но главное, как хорошо, что у вас есть помощник, да? Ваш супруг, который почистил целый килограмм чеснока, Да. все порубил. Мой любимый помощник. Мгм. Самое главное. Ну и потом уже детки у вас еще маленькие, да? Нет, уже девочке 13 лет будет. Ну, На наверное, днях. тоже помогают. Помогает. Помощница. Она уже сама делает тефтели, котлеты. М, И ты- уже сама прокручивает на Как? блендере. Как здорово. Уже не говорит, да, мама, нет там или чеснока, да? Да. Она уже сама Когда она добавляет. уже знает. Мгм. И сюда обязательно мы добавляем черный перец. Мгм. Перец какой? Черный. Куда? Сейчас будет Нет, добавлять? когда дочь готовит. То есть она, у нее своя фишка уже, да? Как бы? Да. Мгм. Вот. Эти Вот. пакетики занимают немного места Мгм. В холодильнике, да? У вас Морозилке. там целый ларь. в морозилке. Ну, у кого еще осталось местечко в ваших ларях, в ваших холодильниках, морозильниках? Ну, кстати, у нас у всех балконы целые, да? Морозильные. Якутия Да. славится длинной зимой, Так что поэтому у нас нет проблем с замораживанием. замораживаем любую продукцию, можем заморозить. Да, места много на балконе, так что Так, закрыла. без Теперь- проблем. Теперь мы вот так вот. Так, нам нужно выпустить весь воздух. Ну, вроде как выпустили, да? И перед тем, как положить на заморозку, можно сделать сразу вот такие... Где у нас тут жиденько? То есть тупой стороной ножа как бы Разделить условно на клеточки. разделить. да. Тут у нас... Ну, можно не разделять, кому как удобно, Мгм. на квадратики. И можно, в общем-то, Да. отламывать просто Да, вот кусочки. должна получиться густая кашица. Мгм. Вот Который- так.
Да. Мгм. Чтобы было удобно отламывать. Мгм. У нас Ну, тут жидковато мы немножко, получилось. да, в блендер добавляли водичку. Мгм. Да, потому что Жидковато блендер получилось, такой. но ничего. А вот посмотрите, Можно и так какая, отламывать. ароматная такая смесь. Вот. Здесь То же у самое, да? нас Воздух есть. Воздух. А, Сейчас, Вот. чтобы нам было удобно. В Да, общем, да, да. можно и так замораживать. Мгм. Так, закрыла? Нет, не закрыла. Мгм. И еще один у нас. Вот эту переложите. Так, давайте. Чем Я я вам тут, дам да? вот эту лопатку. Лопаточку. Ага. Это вот здесь был обычный чеснок, а здесь чеснок с... Ой, такой красивенький, цвет какой прям приятный, зелененький. Ой, это здорово, мне кажется, хозяйкам многим понравится вот такая вот Да, заготовочка. это колоссальная экономия времени. Ага, на самом деле, Уже это вот представляете? чистить, отдельно кого-то Да. попросить. Этот чеснок, он же такой мелкий. А так раз, там чеснокодавилка, вот это вот. Представляете, сколько Потом времени? мыть Да, ее потом нужно. мыть нужно. Мгм. Так что. А тут раз, вечерочек посидели, да, Да. где-то часик Вот повозились так примерно. от души. Но зато зимой какая красота. Вытаскивайте, отламывайте, сколько нужно. И, пожалуйста, вот вам и. Так, что я не могу поймать тут. Что у нас тут такое? Она там крупная. Да, Ну, ничего. крупновато немножко. Здесь еще то, что жидковато. Опс. Ну ничего, мы на своей кухне. Так, Мгм. вот так. Ну что, дорогие друзья, посмотрите, какая красота у нас получилась. Целых 3-4 вида заготовки чеснока на зиму. За 1 час можно управиться очень легко, просто, быстро. Ну вот вы сами убедились. Так что 1 день год кормит. пробуем. Укрепляем иммунитет.